ходе санобработки дезинфицируются остановки общественного транспорта, стоянки автомобилей, площадки перед магазинами и улицы с наибольшим трафиком движения пешеходов. Улицы начисто. В городах началась дезинфекция с привлечением тяжелой техники и спецсредств. Миф о том, что в республике закончился тот или иной продукт, разлетелся мгновенно. Одни в панике начали раскупать запасами, другие же решили на этом заработать состояние. Вчера были по 3, сегодня по 5. Цены по-прежнему на подъеме. Впереди священный месяц. Может, он повлияет на потребительскую неучтивость? Всего на фронт в Великую Отечественную войну из Ингушетии ушли более 20 тысяч человек. Это только официальная статистика. Продолжаем знакомить с лицами победы. Сегодня истории у Мадгирея Барханоева, Магомеда Арсаноева и Рашида. Здравствуйте, это новости 24. Президент Владимир Путин обозначил главную задачу региона в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией. Как заявил глава государства, неотложными задачами для региональных властей должны быть повышенная готовность медицинских учреждений и наращивание их мощностей. Предлагаем вашему вниманию полную версию видеоконференции. Начну с неотложной задачи, общей для всех регионов. Речь о повышенной готовности медицинских учреждений, существенном наращивании их ресурсов и возможностей. Сейчас это безусловный приоритет. Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы. В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях. Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регион уже в апреле. Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объеме. Но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе. Полагаю, вы понимаете, насколько высока ваша личная ответственность, чтобы выделенные средства сработали максимально эффективно. Прошу вас действовать быстро, собрано и профессионально. Дорожить временем, каждым днем и каждым рублем. Заблаговременно решать все организационные и кадровые вопросы. Сформировать бригады специалистов, способных работать с новым оборудованием, в больницах, которые перепрофилируются для лечения людей с коронавирусной инфекцией. При этом поручаю Министерству финансов дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах. Знаю, что у руководителей субъектов федерации, а я общаюсь с вами, коллеги, в ежедневном режиме, есть предложения на этот счет. И прошу о них сегодня отдельно доложить, отдельно на них остановиться. Но подчеркну, предоставляя такую свободу маневра, будем и строго спрашивать. Оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи, которая необходима пациентам с тяжелым течением болезни. Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели более 10 миллиардов рублей выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек. Кроме того, считаю необходимым реализовать еще одну меру, а именно на 3 месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем.
Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер, 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин 25 тысяч рублей. Повторю, такие специалисты находятся на передовой, поэтому будем исходить именно из этой терминологии, из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение, а именно установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета, так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России. Далее. На встрече со своими полномочными представителями в федеральных округах давал поручение отработать все детали межрегионального взаимодействия, включая прием больных из других регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи в соседние субъекты федерации. Прошу проинформировать сегодня, как налажена эта работа. Сохраняются ли здесь нерешенные проблемы еще? Кроме того, необходимо в полной мере задействовать возможности наших ведущих федеральных медицинских центров. При этом хорошо понимаю их специфику, но сейчас важно собрать в кулак все наши ресурсы. Поэтому поручаю правительству в двухдневный срок составить график передачи коечного фонда от федеральных клиник в распоряжение регионов. Уважаемые коллеги, в соответствии с моим указом все субъекты федерации должны были подготовить планы оптимальных профилактических мер. Сделать это, исходя из степени риска распространения инфекции. Прошу доложить сегодня, разработаны ли такие планы и, главное, как разворачивается их реализация. Предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, исходило из того, что сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. У вас есть все возможности работать адресно и выверенно. Учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях в субъекте федерации в целом. Принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых – защита жизни и здоровья людей. При этом, конечно, нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести. Обращаю внимание, даже в Москве с ее плотностью населения, с концентрацией транспортных потоков, а значит и объективно большими рисками распространения инфекции, нет практически повсеместного закрытия предприятий всех под одну гребенку. Такого нет. Многие столичные компании продолжают работать или перешли на удаленный режим. Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо грузить разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности. И, конечно, важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьезные, а могут быть еще более значимыми. Мы договаривались, что в каждом субъекте федерации будет сформирован свой региональный список предприятий, которые играют важную системную роль для экономики субъектов. Вновь обращаюсь к главам регионов. Прошу вникать в проблемы каждого предприятия, содействовать обеспечению их устойчивости, сохранению занятости, искать точечные решения. Что касается федерального уровня, то здесь хочу сказать о следующих новых решениях. Первое.
Мы уже снизили размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса в 2 раза, с 30 до 15%. Сделали это, чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы для оплаты труда работников. Эта мера, как уже говорил, носит долгосрочный характер. В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на 6 месяцев. Так как это мы уже сделали для микропредприятий. Второе. Для малого и среднего бизнеса мы предусмотрели и отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Также на ближайшие 6 месяцев. Однако специально обращал внимание правительства после встречи с предпринимателями. Не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество. Это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки. Вместе с тем ситуация продолжает меняться. В этой связи третье. Поручаю правительству с участием Центрального банка в 5-дневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников. Понимаю, что предпринимателям приходится непросто. Но вы видите, уважаемые друзья, что так происходит везде, практически во всем мире. Падает спрос, сокращаются заказы. Многим компаниям не просто приходится, особенно в сфере услуг. Многие закрыты. Это серьезное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды. Именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать. Считаю справедливой следующую формулу. Помогать прежде всего, в первую очередь, тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им, тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты. В этой связи еще ряд мер. Первое. Вчера подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5000 рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне. Второе. Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. Но здесь важно подчеркнуть, на чем хочу остановиться подробнее. Когда предлагал это решение в послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости. То есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получить выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих просели, нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам. Поэтому для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от 3 до 7 лет, а также других пособий, не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом, мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут ее получать. Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи. Третье. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособия по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ 12 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке. Сейчас людям не до бюрократических формальностей хождения по инстанции.
Поэтому прошу правительства также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на 3 месяца. Четвертое. Как уже говорил, особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие 3 месяца дополнительно выплачивать еще по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Пятое. В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительства вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего количества людей. Уважаемые коллеги, вчера, как вы знаете, встречался с учеными, специалистами, эпидемиологами. Мы внимательно изучаем опыт всех стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой. А он говорит о том, что самыми сложными, самыми трудными являются первые 4-5 недель с начала эпидемии. Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие 2-3 недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе. Мы, конечно, не можем с полной, стопроцентной уверенностью сказать, как будет развиваться ситуация в сфере здравоохранения и в экономике, и у нас в стране, и в мире в целом. Но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать, предвидеть возможные варианты развития обстановки. А значит, можем и обязаны на каждый из этих вариантов заранее разработать и иметь свой план действий. И тогда эти действия будут своевременными и эффективными. Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну, для этого у нас все есть. Устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная подушка безопасности в виде накопленных за предыдущие годы резервов. Есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев. Наконец, у нас есть опыт преодоления кризисных явлений в прошлые годы. Ясно, что без определенных потерь не обойтись. Но мы в состоянии свести к минимуму эти потери, создать условия для будущего развития. Мы поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения. Сделаем все для того, чтобы помочь людям, которые в такой помощи сегодня нуждаются. Повторю, меры поддержки по всем этим направлениям должны быть своевременно подготовлены, должны реализовываться с учетом высокой динамики ситуации. Откладывать такие решения, тянуть с ними нельзя. Прошу и правительство России, и руководителей регионов Российской Федерации руководствоваться именно таким инициативным подходом. А сейчас хотел бы обратиться ко всем гражданам России. Дорогие друзья, понимаю, что уже накопились и усталость, и серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в 4 стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь. И знаете, что особенно ценно? Это то, что каждый день подтверждает силу и сплоченность нашего общества. Говорю сегодня о врачах, еще раз, о врачах и медсестрах. Они действуют самоотверженно, как одна команда. Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость их труда. Говорю о волонтерах, добровольцах, число которых растет сегодня.
о спортсменах, артистах, журналистах, которые включились в эту работу. И, конечно, о вас, о миллионах людей, которые помогают своим соседям, заботятся о родителях, о членах семьи. Проявляют в это сложное время высокую гражданскую ответственность. Это не простые, не пустые пафосные слова, а наша реальность, когда лучшие качества каждого из вас нужны и востребованы. Дорогие друзья, все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания, и печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. Победим и эту заразу, коронавирусную. Вместе мы все преодолеем. Спасибо вам. По данным оперативного штаба, в России зафиксировано 8672 случая заболевания новым видом вируса. 580 человек выздоровели, 63 умерло. В Ингушетии число заразившихся достигло 25 человек. За сутки диагноз подтвердили у 18 местных жителей. Подробно о ситуации в регионе рассказали в Роспотребнадзоре. Всего было получено на базе нашей лаборатории 33 положительных результата. Из них по состоянию на вчерашний день у нас было 7 подтвержденных результатов. Остальные результаты находились на подтверждении. Вот сегодня утром оперативным штабом Российской Федерации опубликовано, что за сутки у нас еще 18 подтвержденных случаев. Итого по республике 25 подтвержденных случаев из 27 проб, которые уже нами были отосланы, и 2 случая неподтвержденных. Когда неподтвержденные случаи, это легко объяснимо, это люди, которые были в контакте с теми людьми, у которых подтвержден был диагноз. В ситуации с этим коронавирусом возможно такое транзиторное носительство, когда первые пробы были положительными, это берется мазок из носа. Когда в референс-центре подтверждается, там уже берется сыворотка крови, еще один мазок из носоглотки, и за несколько дней бывает так, что иммунитет справляется с небольшим количеством инфекта и подтверждение не получает. Но в любом случае то, что из 27 проб 25 у нас нашли подтверждение, это, в общем-то, свидетельство о том, что достаточно на уровне нашей республики, наши коллеги из ФБУ Центра гигиены и эпидемиологии очень профессионально работают, перепроверяют свои результаты, и только в том случае, когда они уверены в результате, они отсылают все это на подтверждение в референс-центр. Здесь нужно учитывать наш менталитет. Из этих 25 человек у нас на сегодня такая четкая тенденция прослеживается в отношении 3 больших семейных очагов. Там по одному семейному очагу 9 человек у нас, по другому семейному очагу 8 человек. И еще у нас назревает 3-й семейный очаг, где сомнительные у нас несколько человек, тоже они переподтверждаются в нашей лаборатории и отсылаться будут на подтверждение дальше уже в референс-центр город Ставрополь. То, что вот мы сегодня видим, у нас как бы достаточно долгий период, был такой светлый промежуток, когда во всех регионах вокруг шла регистрация, у нас не было, но тем не менее в каждом интервью, каждый раз мы говорили об этом, что очень много людей, которые приехали из-за границы, много людей приехало из Турции, из Египта, потому что там тоже вводится режим самоизоляции, вводится режим ограничения. Очень много ребят, которые там на обучение уезжали, вернулись домой, потому что там делать нечего. Много людей, которые занимались какими-то коммерческими делами, вернулись домой. Приехало очень много людей, которые даже постоянно проживают в Москве, вернулись домой на это время. То есть, учитывая такую большую миграцию населения, конечно, завоз был, однозначно был завоз, и просто, наверное, требовалось какое-то время, поскольку мы делаем анализы только определенным контингентом. У нас должны диагностику проходить только те, кто заболел симптоматикой, у кого отягощенный эпидемиологический анамнез, то есть человек уже заведомо должен подозревать, если у него появилась какая-то симптоматика, он сразу подозревать начинает, а нет ли у меня этого заболевания. Некоторые сами активно обращаются. Поэтому вот, учитывая степень информированности населения, учитывая степень того, что вот не только мы там все подлежащие контингенты обследуем, но и люди активно сами к нам обращаются. Вот с этим и связан вот рост уровня положительной диагностики этого заболевания. К счастью, нужно отметить, что вот сама специфика распространения эпидемического процесса, пока она идет у нас по оптимистичному сценарию. То есть из всех подтвержденных диагнозов у нас 1 человек только с тяжелым течением
Это мужчина 67 лет. К сожалению, у него есть еще сопутствующая соматическая такая патология серьезная, именно касающаяся бронхолегочной системы. Он находится в тяжелом состоянии с диагнозом нижнедолевая двухсторонняя пневмония. Он находится в реанимации, но без искусственной вентиляции легких. И состояние стабильное, без тенденции к ухудшению. И поскольку у нас все-таки сейчас в больнице, в специализированном стационаре, не так много людей, то ему оказывается, естественно, большое внимание, все ресурсы направлены на излечение этого человека. А все остальные, кто находится в стационаре, из них можно выделить только одного. Мужчину 52 лет, у него средне-тяжелое состояние, ближе к относительно удовлетворительному. У остальных, у всех наши коллеги, медики, характеризуют состояние как состояние удовлетворительное, относительно удовлетворительное или легкое течение заболевания. Безусловно, такая информация, я думаю, является позитивной, и будем надеяться, что вот в этом позитивном ключе у нас дальше и сохранится течение этого эпидемического процесса по коронавирусной инфекции. В Магасе проводится дезинфекция городских улиц с целью снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Обработкой занимаются сотрудники жилищно-коммунального хозяйства. К процессу подключили тяжелую артиллерию. Михаил Тангиев с подробностями. Противовирусные войска столицы Ингушетии во всеоружии вышли на профилактическую борьбу против новой инфекции, охватившей сегодня весь земной шар. Специальная техника при помощи распылителя полностью обрабатывает проезжую часть и тротуарную плитку. За рулем вакуумного КАМАЗа Муса Евлоев, профессионал своего дела. Стаж работы в коммунальной сфере 15 лет. Несмотря на возраст, водитель продолжает трудиться и со всей ответственностью выполняет свою работу. Он понимает, насколько важно в это непростое время наравне с медиками быть на передовой в борьбе с коронавирусом. Дезинфекцию начали проводить со вчерашнего дня. До этого все работы проводились вручную. Цистерна объемом в 14 кубов доверху заполнена дезинфицирующим средством, и этого должно хватить на каждую из улиц в городе. В дело также включились и сотрудники ГИБДД для обеспечения порядка на проезжей части в период обработки. При помощи коммунальной техники проезжая часть обрабатывается специальным раствором в местах повышенного трафика. В ходе санобработки дезинфицируются остановки общественного транспорта, стоянки автомобилей, площадки перед магазинами и улицы с наибольшим трафиком движения пешеходов. Дезинфекцию улиц с целью снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции проводит столичный ЖКХ под руководством администрации города. По словам представителей мэрии Магаса, специальная жидкость, которой обрабатывают проезжую часть, рекомендована Роспотребнадзором как эффективное средство против распространения инфекции. Работы по дезинфекции улиц были начаты по поручению главы Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматова. Обрабатывающий материал мы заготовили, до сих пор не было, но сегодня по рецепту изготовили, материал хватает. Бороться с распространением инфекции планируют как минимум 2 раза в неделю. Администрация города призывает жителей проявить сознательность и в период дезинфекции особенно воздержаться от выхода на улицу, а также плотно закрыть окна и двери. В будущем эту практику планируют внедрить по всему региону. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Пока весь мир печется о здоровье, борется с напастями, наблюдает за политическими распрями, экономическими катаклизмами, выявился целый пласт торговцев, которые намеренно, воспользовавшись непростой ситуацией, делают деньги. Продают втридорога товары первой необходимости. Безусловно, не все. Есть люди, которые в преддверии священного месяца стараются пойти навстречу потребителям. Но это единицы. Хава Гагиева приценилась. Еще несколько месяцев назад некоторые товары можно было купить по приемлемой цене, однако сейчас цена на них вскочила на 15-20%. Причиной стал искусственный дефицит, который люди сами себе же придумали на фоне коронавирусной инфекции. Миф о том, что в республике закончился тот или иной продукт, разлетелся мгновенно. Одни в панике начали раскупать запасами, другие же решили на этом заработать состояние. Ажиотаж здесь начинается с утра, часов 6-7. Сейчас покупателей практически нет, зато продуктов на всех хватает. На дефицит не жалуются, однако цены на рынке действительно удивляют. Так, к примеру, лук практически не найти дешевле 40 рублей. Продавцы в один голос твердят, все дело в поставщиках. А вы закупаете за 40, да? 45, девушка. 45. 3 раза сюда, 45 рублей.
При любых изменениях стоимости продовольственных товаров продавцы в первую очередь сетуют на поставщиков. Задаешься вопросом, действительно ли так нестабильна их ценовая политика. Цены по сравнению с теми, что раньше были, чуть-чуть подорожали из-за того, что вот основные товары не производятся в нашей республике, а завозные. Это вот те люди, которые завозят, соответственно, там из-за того, что им приходится стоять на границах, они объезжают там больше 600 километров, чем раньше дорогу. Чуть-чуть повышение есть. А так мы пытаемся своими силами регулировать, чтобы роста не было такого ощутимого. В нашей республике есть же Губсунджа, Сад-Гигант и Мукомольный. Мы готовы им предоставить торговые точки без арендной платы, чтобы они людям в такой трудный момент чуть-чуть подешевле привозили товар. Если многие предприниматели жалуются на поставщиков, из-за которых были вынуждены повысить цены, то нашлись и такие, которые не только не повысили расценки, но даже снизили их в преддверии месяца Рамадан. А огурцы, помидоры, цены не изменились? Нет, наоборот, отпустился. Очень хорошо. Было 170, теперь 120. А вот эти закрытые контейнеры – результат работы жадных людей, которые хотели заработать на панике. Продавали здесь свой товар по цене, если не в 2 раза выше, то в 1,5 точно. За то, что цены повысились. Лимон, эмиргаттым яхш эден де, ал нарушение дахил алаттыш. Шухо контейнер, дахил алаттым яхш бахтыш. Что должности бас проверки, но от я хули дақол сразу дақили, кайр вақт адалцен сос бяп маш. Наса администрация хайвал директор. Впрочем, на ценовую политику, как утверждают предприниматели, влияет множество факторов, начиная от оптовых цен и заканчивая условиями у посредников и поставщиков. Однако увеличение арендной платы – важная составляющая. 12 часов Различия в цене можно ощутить, как говорится, не отходя от кассы. Если у одного продавца килограмм огурцов и помидоров стоит 170 рублей, то уже в нескольких метрах от него их же можно купить за 120. Какие изменения в ценах ждут нас в дальнейшем, покажет время, ведь впереди намечается главный ингушский праздник Мархаш, где цены также взлетают. Сейчас хоть скачки и есть, но незначительные. Жалоб от покупателей здесь так и не заметили, как их самих покупателей. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. А тем временем продолжает пополняться сайт «Лица Победы». Это всероссийский проект, позволяющий по-новому взглянуть на героев 40-х. Сегодня речь пойдет сразу о нескольких героях – Уматгирее Барханоеве, Магомеде Арсаноеве и Рашидбеке Ахриеве. Репортаж Залимхана Калоева. Ингуши, прошедшие через огненные годы. В первые дни той войны смертью храбрых погиб уроженец села Яндри Уматгирей Барханоев, последний защитник Брестской крепости. Золотыми буквами вписан в историю Великой Отечественной и орел Кавказа Сусурко Бакаев. Бакаев Сусур к своим родителям приехал, и с ним еще 2-3 кавалеристы были. Вот здесь молот они сделали. И он на часы посмотрел и сказал своим родителям и соседям: вот мы сейчас отправляемся в Малгобек, там через 2-3 часа мы прибудем, и там боевые действия начнутся. Он знал это как офицер. Еще 10-летним мальчиком Алаудин чем мог помогал солдатам, и хотя основной удар противника пришелся на Малгобек, Яндри и Карбулак тоже пострадали от налетов вражеской авиации. Сотни жителей села без сна и отдыха работали на оборонительных сооружениях, протянувшихся от Яндри вплоть до Сунжинского хребта. Рыли окопы и траншеи, возводили блиндажи и доты, устанавливали противотанковые ежи. Проверяет, он умер или живой рукой. Когда признак, что живой не подает, уже на яму туда отправляли. При моем присутствии этот братский могила уже наполовину заполнен был умершим, погибшим. Они сражались за родину и будущее своей страны, не боясь смерти и не жалея сил. Уроженец Икажева Магомед Арсаноев в юности ушел на фронт. Он пережил осаду Брестской крепости и тяжелое ранение в немецком плену. Его боевой товарищ и друг Александр Сопиков отзывался о солдате с особой теплотой. Арсаноев был лихим, жизнерадостным и неудержимым человеком. Его командир говорит, он не отставал, говорит, куда дивизия не идет, говорит, он везде идет следом. Ну и они оставили его. Одели
нашли для него военные там рубашки, там разные эти одежду. И таким образом он 2 года из этого полка не уходил. Племянник фронтовика Магомед Гапархоев долгие годы собирал сведения о военном прошлом своего дяди. Ему удалось лично встретиться и с командиром Магомеда Арсаноева. Николай Шахов рассказал о боевых подвигах одного из самых молодых и бесстрашных солдат. Известно, что Магомеду чудом удалось избежать окружения в стенах цитадели. И с упорными боями в рядах своей части он отступал до Смоленской области. Здесь, тяжело раненый, он попал в плен к немцам на Украине. Идя в колонне военнопленных, ингуш заступился за старика, которого немец ударил прикладом. Магомед не смог сдержаться и напал на фашиста, после чего получил пулю в грудь. Тогда молодому солдату удалось выжить благодаря русской бабушке, которая выходила Магомеда, но позже он снова был ранен и уже смертельно. Похоронила его станция Луговая. Там где-то она его похоронила. Вот основатель этого музея, Майсагов Тухан, он куда только не писал, чтобы разыскали его могилу. И никто не нашел его могилу, где она его похоронила. Ну как она могла похоронить, старушка? А потом уже и начали мы разыскивать эту бабку, и этой бабки тоже уже не было. И так кончилось. Мы так и не нашли его место захоронения. Он был летчиком высочайшего класса. Рашидбек Ахриев, сын выдающегося ингушского ученого-просветителя Чаха Ахриева, первым из представителей народов Северного Кавказа, поднялся в небо за штурвалом самолета. 5 лет назад в Джейрахе открылась мемориальная доска, посвященная Орлу Кавказа. Сложно представить, что в этой полуразрушенной башне он когда-то жил и работал. Это дом его отца, его деда. Но со временем здание пришло в ветхое состояние, оно разрушилось, но башня, она ждет своих потомков, она еще простоит многие годы. Опытный пилот, за плечами которого десятки боевых вылетов, участвовал в 2 мировых войнах. В 1914 году Рашидбек закончил Тифлисское военное училище, а ровно через 3 года стал выпускником Гатчинской летной школы. Проявлял высокое летное мастерство в небе Турции, Средней Азии и Таджикистана. Служил в гражданской авиации. А с началом Великой Отечественной добровольно ушел на фронт. Во время Великой войны Рашидбек Ахриев бомбил вражеские эшелоны, железнодорожные мосты и участвовал в самых важных военных операциях. В январе 1942 года в одном из боевых вылетов Рашидбек Ахриев героически погиб под Ленинградом. Ну тогда он еще во время войны, так можно сказать, был не юношей, а в возрасте человек был. Вот это человек, легендарный человек, мужественный человек, ничего не боялся, говорят. И таких историй в Ингушетии немало. Сотни фотографий приносят в музей краеведения родственники участников Великой Отечественной войны. В каждой семье хранят память о своих близких, которые воевали на фронте или трудились в тылу. «Лица Победы» – проект, объединяющий судьбы поколений, героев суровых 40-х и их потомков. Они умирали, но не сдавались. Их подвиг бессмертен, и память о них будет жить вечно. Практически на всех фронтах Великой Отечественной войны воевали наши земляки. Они защищали Москву, Ленинград, Брест, Сталинград, участвовали в битве на Курско-Орловской дуге, в битве за Кавказ. 26 миллионов погибших. Мы помним эти цифры. Всего на фронт Великую Отечественную войну из Ингушетии ушли более 20 тысяч человек. И это только официальная статистика. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект о ежемесячных выплатах для семей с детьми от 3 до 7 лет. Так, если в семье есть несколько детей соответствующего возраста, выплата осуществляется на каждого ребенка. Условия назначения и осуществления выплат будет устанавливаться правительством региона. Выплаты начнутся с июня месяца, при этом получат их семьи с учетом начисления с 1 января 2020 года. Получить их смогут около 20 тысяч детей в Ингушетии. Ну а мы продолжаем знакомить вас с участниками флешмоба, запущенного НТРК Ингушетия «Сидим дома и не болеем». Весь мир ушел на карантин, но это не бой. Весь день сидеть за компьютерными играми. Нужно находить позитив даже на самоизоляции. Оставайтесь дома!
Следите за новостями на канале Ингушетия и берегите